За судьбой застрявших в тайской пещере подростков следили во всем мире. 10 тысяч человек были задействованы в поисках. Военные, врачи, водолазы. Найти их не могли почти 10 дней. Мы нашли место, где чистая вода стекала со сталактитов, где мы могли питаться, и укрытие, чтобы провести ночь. Помощник тренера, оказавшийся в пещере с детьми, несколько лет провел в буддийском монастыре. Там он научился медитации. В заточении он обучал мальчиков техникам сохранения энергии. И почти ничего не ел, все отдавал детям. Это случилось вечером. Мы собирали камни на вершине насыпи и услышали голоса. Тренер Аек сказал нам, чтобы мы помолчали, что это, кажется, голоса людей. Мы не понимали, правда ли это, поэтому остановились и начали прислушиваться. И оказалось правда. Я был в шоке, а тренер сказал Мику бежать вниз. Даже когда детей нашли, спасатели не до конца понимали, как скоро их удастся вызволить. Сначала даже думали, что им придется провести в пещере несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей и не уйдет вода. Но когда снова начались ливни, стало ясно – подростков нужно доставать. Команда водолазов провела уникальную операцию за 3 дня. Водолазы регулярно проводят спасательные операции. Людей из пещер спасают постоянно. Но дайверские спасательные операции в пещерах встречаются крайне редко. И уж точно никогда с глубины в 4 километра не спасали 13 человек. Водолазные маски, закрывающие лицо целиком, кислородные баллоны, 2 водолаза на каждого подростка. Успокоительное, чтобы дети не паниковали. И все равно, даже у самых опытных дайверов не было уверенности в том, что операция увенчается успехом. Я был уверен, что смогу выбраться сам. Уверен, что не потеряю трос. Я знал, что точно смогу вытащить ребенка, но не был до конца уверен, что мне удастся вытащить его живым. Если бы я ударила скалу, маска бы съехала и в нее попала вода. Он бы точно погиб. Этого не произошло. Всех детей и тренера удалось достать без ущерба для здоровья. Во время подготовки спасательной операции погиб бывший спецназовец Самарн Кунан. В его баллоне закончился кислород, когда он возвращался из грота.